Творческие люди. Якутяне о культуре. Это драйвит, не дает уснуть. Сегодня у художника больше свободы, меньше корма. У тебя в голове сидит зритель, который говорит: нет, так не делай, тебя не поймут. Что такое поисковое искусство? Когда она делает произведение искусства, ей немножко чихать, понравится оно публике или нет. Ирония – это такой мотив, да, в современном изобразительном искусстве. Ответственность художника равна ответственности врача. Творческие люди. Всем салют, меня зовут Максим, и это подкаст «Творческие люди». Мы говорим об искусстве, культуре, истории Якутии и приглашаем интересных гостей. Сегодня в миг и во время, когда победил визуальный контент, да, победил контент, который привлекает внимание картинкой, по-моему, очень важно понимать, как работает изобразительное искусство. И у меня сегодня в гостях председатель правления Союза художников Якутии Ольга Скорикова. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Начнем с того, вообще, что есть такое современное изобразительное искусство. Современное искусство, как известно, да, имеет минимум два толкования. Современное искусство – это то искусство, которое создано сегодня, оно все современное, независимо от стиля и жанра, просто сегодняшнее искусство. И современное искусство – это актуальное искусство, contemporary art – это то, что является поиском новых форм. В Якутии присутствует, естественно, оба вида. Художники участвуют в международных и во всероссийских проектах. И 3 года назад в Центре современного искусства МОМА в Москве с успехом прошла выставка современного якутского искусства, именно актуального, которая называлась «Скопи смех к зиме». Эта выставка шла летом, в высокий сезон, и тем не менее ее дважды продляли, что для нас явилось очень таким большим показателем успеха, чтобы в Москве, в центре города, на очень престижной площадке продляли выставку, и очень активно ее зритель воспринимал, потому что она имела по своему характеру отличие от тех выставок, к которым привыкла МОМА. То есть это иностранные художники, это российские художники, где были наработаны, видимо, определенные стандарты, и якутское искусство в этом плане умудрилось сказать свое слово, отличное от других. Отлично. Я думаю, что многие телезрители, может быть, узнают вас по работам или узнают вас, увидев, да. Мы помним, что вы современный концептуальный художник, и поделитесь своим мнением, насколько сегодня изобразительное искусство вообще актуально в нашем обществе. Я бы хотела сделать небольшую поправку. Я, в принципе, вполне себе традиционный художник. Люблю писать живописные мотивы. У меня могут посвящаться портретам, букетам, пейзажам, натюрмортам. Но у меня бывают такие эксперименты. Да, забеги в современное искусство. И это мне очень нравится. Это драйвит, не дает уснуть. Освежает немножко, как создать новенькое. Да. Так. А вторую часть вопроса я забыла. Вторая часть вопроса. Насколько вообще сегодня изобразительное искусство актуально и релевантно для нашего потребителя современного? Оно, конечно, актуально и релевантно. Что можно сказать? Что у нас публика условно делится на зрителей, на традиционалистов и новаторов. Есть люди, это чаще всего старшего поколения, но совсем не обязательно, которые идут на выставку или в музей, и они хотят увидеть то, что можно объяснить словами. То есть, в принципе, благодаря тому, что и художник, и зритель формировались в социалистический период времени, и новые поколения, которые за этим появились, они дети своих родителей, внуки своих дедушек и бабушек, да, все привыкли видеть прежде всего сюжет в работе. Да? Они воспринимают изобразительное искусство как литературу. Если я могу объяснить словами то, что я вижу, это понятно и это хорошо. Если это хорошо, тщательно нарисовано, видны тычинки на цветах и реснички у человека, это хорошо, и это хороший художник. И наоборот, если это что-то непонятное, то, что трудно объяснить словами, даже если ты прочитал название, даже если у тебя работа вызывает какие-то ассоциации, да, художник, скорее всего, плохой, и вообще вещь это ненужная. Есть очень радикальные, разные точки зрения. И наоборот, есть люди,
которые приходят на выставку вполне себе традиционного искусства, зевают и говорят, ну вот опять, сколько можно, одно да по одному, да, уж хочется чего-то новенького. Есть такие тоже, которые с большим восторгом воспринимают новаторские работы, и в частности у нас недавно с большим успехом прошла выставка «Якутский язык глазами современных художников». Там были представлены оба подхода, и традиционный, и новаторский. То есть нашлось все для всех. Эта выставка пользовалась у нас необычайной популярностью. Ну, то есть посетителей было очень много, и отзывов было очень много, в основном хорошие. Это прям, ну, было хорошее такое событие, которое, можно сказать, ну, взбудоражило якутскую публику. И сегодня художник, я думаю, как и писатель, любой творец, скажем так, да, это в первую очередь энтузиаст. Да, я вот художникам говорю, мы несем свою миссию в обществе. Никто нас сегодня не просит, никто не заставляет что-либо делать. Тут дело не в бутерброде с икрой Да, уже. да, в том... да. Вот. И сегодня облик художника поменялся, вы в том числе этому доказательство. Сегодня художник, я думаю, как и писатель, как и, наверное, даже блогер, он должен понимать, что нужно о себе говорить, нужно себя продвигать. И я знаю, что в 10-х годах вы сотрудничали с группой «Узкий взгляд». Скажите, продолжает ли это сотрудничество? Тут можно небольшой экскурс сделать назад в историю, когда я и мои подруги-ровесницы примерно одного возраста, мы закончили в 90-х годах вузы, начали участвовать в выставках, мы сразу стали делать неправильные работы, потому что нам было это неинтересно. Пойти, хотя по хорошему проторенному пути, выполненному старшими товарищами, ну это уже было. Поэтому мы сразу стали экспериментировать. У нас образовалось крупное молодежное объединение «Флагистон», Марина Ханде его организовала, которое позже постепенно сошло на нет, ну, как все такие группировки. И еще позже, где-то в 2006 году, была создана группа «Узкий взгляд». Это я и мои подруги, которые, да, делали выставки современного искусства. И до сих пор частично мы вот в МОМА тоже участвовали, не все, но некоторые участвовали в этой выставке «Копи смех к зиме». И недавно участвовали забавной работой «Якутский язык глазами современных художников», где мы сделали одну из самых таких хулиганских работ здоровую деревянную волосогрызку. А что натолкнуло на эту идею? Вот деревянная волосогрызка? Дело в том, что в зависимости от улуса, да, волосогрызка называется по-разному. И не помню, в одном из улусов она называется «Зуб грозы». И суть вообще была в том, чтобы написать текст об этом на двух языках, на русском и на якутском, что волосогрызка для кого-то это зуб грозы. Зуб грозы. Зуб грозы, да. Метафора какая сильная. И, собственно, сама огромная волосогрызка, она такая 3 метра, наверное, высотой, да, вместе с усами, да. А где она стоит сейчас? Она сейчас у нас в художественном фонде, я, кстати, фотографию тоже пришлю. Отлично, отлично. Да, она была иллюстрацией к тексту. То есть сначала было слово, а потом образ. Так, и вместе получилось такой синкретизм, да? Одно связано с другим. Но интересно, деревянная... А волосогрызки, они же явно питаются не волосами, они питаются растительной пищей, поэтому, в принципе, тут такая интересная метафора. Скажите, а вот раз уж мы углубляемся в понимание изобразительного искусства современного и то, как оно связано с другими искусствами, вот тут вы сказали, да, что оно связано с прозой, ну, там прозаический текст был, да? Да. Насколько большую опасность сегодня представляет для художников нейросеть? Для меня лично это проблема коммерциализации искусства. Когда человек, художник, работает на салон, он выбирает сюжеты и язык, который понятен и приятен широкому зрителю, который готов выложить за него средства и поместить у себя там дома или в офисе. Как правило, покупатель не имеет, скажем, профильного образования или навыков, да, видеть живопись, там, графику, скульптуру, он берет, как обыватель, ну, что-то хорошенькое, приятное. И художник, который хочет заработать денег, да, на живописи, например, он вот это хорошенькое и делает. Но потом, когда он задумывается, что же выставить на ближайшей выставке в музее и сделать творческую работу, где выразить свое творческое «я»,
Вот тут-то он начинает буксовать. Я имею в виду те, которые слишком увлекаются коммерческими проектами, у них, Заказами, скажем да, так, да? у них, грубо говоря, портится вкус и рука. Они начинают всегда, я даже за собой это замечала, у тебя в голове сидит зритель или покупатель, который говорит, нет, так не делай, тебя не поймут. И это очень плохо, это связывает художника по рукам и ногам. И превращает его в ремесленника. Да, ремесленник, который делает симпатичные вещи, которые купят. На продажу. Да, и я подозреваю, что нейросеть, она и в эту сторону тоже будет работать, да, когда любой человек, который может просто правильно сформулировать задачу, он создаст интересный продукт и получит от этого какие-то плюшки. Но с другой стороны, я думаю, это то же самое, что компьютеры, например, нельзя их обвинять. Это же всего лишь инструмент. И я думаю, нейросеть – это тоже инструмент, который человек, у которого есть мозг, будет правильно пользоваться и все равно выдавать новый продукт. Какие тогда есть еще проблемы у современного изобразительного искусства? Проблемы и перспективы? Можете ответить по Якутии, ну, либо в целом, как вам удобнее. По Якутии я бы сказала, что сейчас очень интересный период. И поняла это я тогда, когда мы начали свой проект «Передвижная выставка «Земля Аланхо». Он стартовал 2 года назад. Мы сделали выставку «Земля Аланхо» в филиале Российской академии художеств в Красноярске. И меня поразил отклик. Сначала был это красноярский зритель, потом иркутский зритель. Люди просто ошеломлены. То, что для нас это обыденность, да, мы приходим на выставку якутского изобразительного искусства и видим, все понятно, все знакомо, где-то новые имена, где-то новые сюжеты, в принципе, все привычно. Угу. А там люди, как будто им какое-то чудо показали, очень ярко реагируют, это и восхищаются. Да, в первую очередь, на что они реагируют? Они реагируют на то, что они видят национальную культуру языком профессионального изобразительного искусства. Понятно, да, что народные мастера там вышивают рушники или крутят горшки, и есть и в этом, да, народная культура. А чтобы полностью профессиональное искусство было обращено к своим национальным корням, вот это их очень удивляет. Еще меня удивила одна характеристика зрителей, то, что они называют якутское изобразительное искусство очень ярким и жизнерадостным, каким оно мне никогда не казалось. Может быть, в сравнении с чем-то? Зрители так считают. В дальнейшем этот проект у нас проехался еще по 5 городам. Это Новосибирск, Прокопьевск, Новокузнецк, Кемерово, и сейчас в Томске находится эта выставка. И летом она у нас, возможно, состоится во Владивостоке. Это для нас очень счастливый опыт, потому что мы находим очень яркий отклик со стороны зрителей. Понял. То есть перспективы у современного якутского изобразительного искусства большие и светлые. Смотрите, кто вообще сегодня смотрит искусство? Чаще всего это сами художники, искусствоведы и те, кто привыкли ходить на выставки. То есть есть определенный круг. Небольшой. Да, который посещает выставки. Станут ли выставки более популярными у более широкой публики, неизвестно. И что придумают художники, чтобы привлечь к себе внимание, и будет ли это новое хорошим или плохим, да, тоже неизвестно. Сейчас очень интересное время, и буквально то, что происходило, например, лет 15-20 назад, это была совершенно другая картина, да, и что будет в будущем, опять-таки, трудно предсказать. Причем это время ускоряется, да? Да. За 5 лет могут происходить события, которые раньше бы занимали десятилетия, да, и это ускорение влияет на все сферы жизни. А вот вы упомянули, но сильно не затронули, все-таки какие проблемы есть, основные проблемы, давайте мы можем прямо их так назвать, у современного изобразительного искусства? Проблемы и в Якутии, и в России вообще – это слабая материальная база для художника, потому что государство сегодня художников никак не поддерживает. Уж почему, я не знаю. Бросила буквально на произвол судьбы. Да, идите на улицу и заработайте себе кусок хлеба, как говорится. Но справедливости ради надо сказать, что нас пока что поддерживают в Якутии, это не во всех регионах пока происходит. Что, так прозвучало. Потому что совсем недавно наш министр культуры Афанасий Иванович Ноев издал приказ, согласно которому художники будут платить не больше 200 рублей за метр квадратный за мастерские, в которых они работают.
Это может быть чуть больше, чем квартплата, но это очень хорошая цена, потому что по себестоимости это намного выше. То есть мы поддержку на сегодняшний день ощущаем. То есть первую проблему вы озвучили. Хорошо, это все-таки отсутствие нормальной материальной поддержки от государства, да? Первая проблема. Еще то, что затормаживает, на ваш взгляд, развитие изобразительного искусства. Ну, для Якутии, возможно, это изолированность от всего мира. Мы же тут как на острове живем, да? И, можно сказать, варимся в собственном соку. И это хорошо, и это плохо. Угу. Хорошо это тем, что вот я уже в который раз повторяю, что мы все обратились к своим корням. Которые сохранились довольно Да, хорошо у нас. обнаружили там такую глубину и такую мощь, что все, не сговариваясь, сегодня никто не заказывает, да, изучайте свою национальную культуру, работайте. Никто так не говорит нам, и вообще никто ничего не говорит, да. Все добровольно, с искренним интересом обращаются к этой теме. Потому что там богатый, колоритный материал, да. который можно использовать. А с другой стороны, конечно, мы оторваны, хотя есть интернет, и в сущности мы оторваны от других процессов альтернативных каких-то в изобразительном искусстве, да. Например, к нам не так часто приезжают, вы имеете в виду, например, профессиональные какие-то известные художники, да? Да, и так же, как и мы, не так уж часто выезжая, да, попадаем на выставки. Поэтому вы сказали вот ранее, когда вы куда-то выезжали с этими картинами, это был шок и радость и для вас, и для тех, кто смотрел. Да. Вот, хорошо. То есть две основные проблемы, насколько я понимаю, вы как председатель правления Союза художников Якутии, вы выделяете это не богатая материальная поддержка от государства, небольшая, скажем так, и изолированность Якутии, да? Да. Хорошо. А можем ли мы сказать о том, что сегодня существуют какие-то тренды в изобразительном искусстве там, Якутии, ну или шире России, которые мы должны упомянуть для наших телезрителей, и которые вы понимаете, а я как человек далекий, к сожалению, от изобразительного искусства и близкий к искусству только текстовому, тоже буду с большой радостью узнаю от вас. Не то что тренд, да, ну вот как мы уже много раз говорили, что это обращение к своим корням, во-первых, да, это как основная тема. А как не то что тренд, а некоторая особенность, да, это, возможно, то, что где-то в работах появляется ирония. Можно упомянуть, например, всеми любимого Михаила Старостина, да, его работы, они всегда с такой как бы с тонкой усмешкой какой-то, да. Работы Джулустана Байтунова, который тоже работает, ну, с каким-то юмором. Причем этот юмор, он может быть очень завуалирован. Не буквально это смешно или забавно. Например, я вспоминаю прекрасный совершенно пейзаж Сергея Колесова, это художник из Намцев, который очень реалистично изобразил сюжет, пейзаж, просто деревенский пейзаж. На переднем плане какая-то протока, и в ней полузатонула какая-то заржавевшая машина. Светит солнце, и вот этот пейзаж, он настолько трогает душу, то есть все вот эти вот покосившиеся какие-то заборы, вот эта ржавая машина на переднем плане, все это освещено солнцем, все это какое-то такое родное, понятное и любимое, да. То есть мы не хотим видеть, ну, какую-то выглаженную картинку, мы как бы видим и понимаем то, что перед нашими глазами. Реальность. Да. И не случайно вот это была одна из работ, которую купил Иркутский художественный музей имени Сукачева, да, это большая. А как они про нее узнали? А мы тоже привозили к ним земля Аланхой, и они купили несколько работ. Да, настолько на них это повлияло. Да. А они не сказали, приезжайте чаще, привозите новые картины. Конечно, все нас ждут очень охотно. Причем музеи же, они нас, грубо говоря, рвали из рук в руки. У нас первоначально в прошлом году была задумка просто в Новосибирске сделать выставку. А потом, когда соседние города об этом узнавали, музеи, они говорили, а давайте перевезем к нам. И они за свой счет между городами перевозили нашу выставку. Это успех. Да, это успех. Это успех. Прям... Очень хорошо. То есть о трендах, как отдельно мы говорить не можем, но мы можем сказать, что ирония – это такой мотив, да, в современном изобразительном искусстве. Это очень интересно. Я лично не знал. Я вот в прозе могу вам сказать какие-то вещи, а вот тут ирония. И я так понимаю, что эта ирония, она отличается от какой-то тематики в общероссийском
изобразительном искусстве, да, то есть они там такую иронию, которая вот у нас в наших картинах такая якутская ирония проглядывает, они там ее не часто используют, да? Мне кажется, что да, что они как-то более прямо, да, более просто смотрят на жизнь. Вообще, Слишком серьезно, скажем так, да? да. Это же, мне кажется, черта нашего народа, да, везде видеть дух, например, да. Потом в нашей мистической истории, по-моему, ни одного народа на земле нет вот этого, да. И живопись у нас, она тоже вот имеет свою какую-то особенность, помимо того, что у нас общестатистический, да, изобразительный язык, как у всех, потому что школа у всех одинаковая, в принципе, на территории России. Но взгляд у нас свой какой-то особенный, да, он либо философски задумчивый, либо иронический Такой, какой-то, да, со скрытой улыбкой. иронический, меланхолический Да, такой немножечко. да. А ты вот еще подумай, да, Да, вот с такой вот да. улыбкой. Отлично, я думаю, что мы будем присматриваться теперь к картинам современных художников, искать эту иронию, эту усмешку. Кстати, о современных художниках. Я думаю, что, к сожалению, многие зрители, как и я, к своему стыду, не очень хорошо понимают в целом, кого из художников современных, на кого можно обратить внимание и кого вы советуете как must-have. Вот нужно посмотрите на их картины, обратите внимание, ибо они там голос современного изобразительного искусства Якутии. Понятно, что мы посмотрим обязательно на картины Ольги Скориковой, но, может быть, еще вы советуете кого-то из современных художников. Вы знаете, я всегда избегаю отвечать на такие вопросы, потому что обязательно найдутся те художники, которые не вошли в эти 6 фамилий, да, и причем абсолютно несправедливо. Это же, ну, мое личное пристрастное мнение, что нужно посмотреть обязательно вот тех-то, тех-то, тех-то. Давайте я сниму с вас ответственность и скажу, что, дорогие художники, мы никоим образом не преследуем цель кого-то обидеть. Сейчас Ольга Скорикова просто посоветует несколько художников нашим зрителям, которые также серы, к сожалению, и далеки от изобразительного искусства, и это будет для них просто первая ступенька, за которой, конечно, последуют и другие художники, поэтому не обижайтесь. Пожалуйста. Ну, давайте тогда я назову самых титулованных, да? Хотя звание это тоже не всегда объективно бывает, ну, по крайней мере, есть от чего отталкиваться, да? У нас очень активно работает сегодня Джулустан Байтунов, это член-корреспондент Российской академии художеств. Михаил Старостин, наверное, один из таких первых любимцев якутской публики, да? Он почетный член Российской академии художеств. Андрей Чикачев с его знаменитым мальчиком с карасем. Да. Его, я думаю, знают вообще абсолютно все, да. Не уступающий ему в популярности Иннокентий Корякин, которого можно назвать певцом якутского деревенского быта, охоты, рыбалки и сюжетов Аланхо. Да, кажется, я видел у него про рыбалку что-то, видел какую-то картину. Да. И из старшего поколения это Мария Рахлеева, график совершенно великолепной, уникальной российской школы. И вот если говорить о качестве, да, можно вот из старшего поколения, например, ее вспомнить, Эдуарда Васильева. Из молодого поколения, это сейчас у нас очень интересное молодое поколение, это Василий Камшилин, Антонида Шадрина, Янсур, и группа «Архетип», кстати, про которую мы сегодня не поговорили, вот кто сегодня у нас двигает. Пожалуйста. Современное актуальное искусство – это группа «Архетип». Пожалуйста, расскажите нам про группу «Архетип». Я с удовольствием узнаю. Есть современное поколение художников, опять-таки художниц. Почему-то у нас наш союз художников, он больше, гендерно чем наполовину. Больше, да? Это женщины, и современное искусство, как правило, это женщины, да. И мое поколение это... А как вы думаете, с чем это связано? У них больше свободы. Вот, я почему спрашиваю? Потому что среди писателей наоборот тенденция. У нас больше мужчин. Интересно. А потому что женщина более независима, она где-то преподает. И когда она делает произведение искусства, ей немножко чихать, понравится оно публике или нет. Да, она делает эксперимент для своего удовольствия. Тогда как мужчина относится, в принципе, как мужчина к этому более серьезно, да. А что я скажу зрителю своей работой? Да, что обо мне подумают? Да, и в том числе, что обо мне подумают, да. И вообще, какую информацию я несу в общество. Вот в свое время наш известный академик Афанасий Осипов говорил, что ответственность художника равна ответственности врача.
То, что я несу в общество своей работой, я это сею в глазах и в душах В народ своих. и в массы, Да. да. И мужчины, они чаще всего вот так вот очень взвешенно и осторожно подходят к тому, что они делают. А женщины нет, это для них, ну, скорее, эксперимент. И у них получается, когда они спокойно не думают об ответственности излишне, да? Да. Ну так вот, про архетип. Архетип – это группа молодых художниц. Фамилии я, наверное, Можете не называть, если не не хотите. буду, я их всех не вспомню, опять кто-то обидится. Они работают именно в направлении поискового искусства, Что такое поисковое искусство? новаторское искусство. Когда мы используем… Эксперименты? Вот смотрите, чем традиционное искусство, на мой взгляд, отличается от так называемого современного искусства. Современное искусство, оно прежде всего диалоговое. Если традиционное искусство предлагает нас констатировать какой-то факт. Вот посмотрите, какая прекрасная природа. Я понял. Да, он призывает полюбоваться. То художник современного искусства как будто втягивает Призывает тебя в разговор. соавторство немножечко. Да, это оказывается похоже то, что и с литературой тоже, я понял. Да. И как раз вот эти девушки, они работают вот в этом направлении. У них там несколько очень интересных авторов, очень интересные результаты, и я думаю, Вы их поддерживаете как председатель правления Союза художников Якутии. Вы смотрите их работы и говорите: молодцы, продолжайте, да? Кстати, да. И знаете, это, можно сказать, моя личная особенность. Вот у нас, когда был серьезный выставком в городе Хабаровске, выставком был со всего Дальнего Востока, все председатели Союзов художников выбирали работы в Москву на всероссийскую выставку. И Якутию смотрели одной из последних, потому что это буква «Я» в алфавите. И… Не по республике они смотрели, не по «Р». Да, они смотрели по «Я», и мы были одни из последних, кого мы смотрели. Они уже устали, наверное. Комиссия очень устала, и они стали пучить глаза, когда они увидели какие-то странные для них малопонятные вещи. И спрашивают меня: что у вас это вот такое вот оно допускается, что ли, в Союзе художников? Ну, потому что Союз художников прежде всего всегда это профессионализм, а его легче всего через реалистический язык все-таки продемонстрировать. Я слышу, у вас и слово как будто консерватизм чуть-чуть там прозвучало между Я бы не сказала, знаете, я вообще ничего против реализма не имею. И вот почему, что вот я дочь сама художника Собакина Афанасия Петровича. Он был, ну, не совсем реалист-академист, да, но он был, в принципе, реалист. И я знаю, что реализмом можно делать классные, высококлассные вещи. Поэтому реализм в моих устах – это слово не ругательное. Нет. Вы упомянули про то, что они увидели картину, не поняли. Я подумал, может быть, они такие, что это? И они удивились, они говорят: а что у вас в Союзе происходит? А что так можно? Типа, А что там была за картина? Там, например, была работа автора Янсур, которая, значит, показывала из себя маечку, женскую маечку, грудь видна, слепленную из переработанных чеков. Янсур любит работать со вторсырьем. Она забирала чеки, у нее 2 детей, и очень много чеков, естественно, образуется. Она эти чеки не выкидывала, создала из них что-то вроде папье-маше и слепила такой вот рельеф в виде маечки, одетой на женщину. Ну, это был буквально рельеф. А после того, как мы посмотрели множество таких приличных каких-то натюрмортов с яблоками, Слишком да, прилично. горы с озерами, какие-то портреты, там, мамы с детьми, и вдруг вот эта вот маечка. И что, они прям так были поражены неприятно? Или они сказали, что это, наоборот, свежий воздух, свежее дыхание? Просто другие регионы подобных вещей практически не показывали. Ну, показывали кто-то абстрактную или полуабстрактную живопись, например, да. А то, что я показывала, например, свои календари, это какие-то вышитые пуговицы, нитки торчащие, да, то есть сюжет с первого взгляда вообще не прочитывается, пока ты не объяснишь, автор не объяснит, что это такое. И вот эти вот вещи привели в какой-то ступор. Они не то чтобы это отрицали, они просто не ожидали этого увидеть. Спрашивали, что это такое, я объяснила и сказала, что у нас, в принципе, в Якутии очень демократичная обстановка, еще с 90-х годов у нас никогда ничего не запрещали. На самом деле это так.
Ну и прокатило. То есть эти Но работы... это нужно смелость иметь, чтобы такие работы выставить. Эти работы, они, в общем-то, прошли выставком, и они приняли участие. Ну, это И хорошо. они были в Москве. Желаю вам больше таких работ, и больше таких выставок. Если не секрет, вот напоследок поделитесь, какие планы у Союза художников Якутии в ближайшее время, да, и чего нам ожидать, может быть, каких-то интересных выставок, каких-то, может быть, новых ваших картин, вообще чего нам, горожанам и гостям республики, ожидать от Союза художников Якутии? У нас большой выставочный план на этот год. Могу рассказать про... Ну, самое сочное давайте. Вот, что Например, планируется выставка «Ню», посвященная обнаженной натуре. Она состоится в Национальном художественном музее. К этой теме давно художники не обращались. Я думаю, что там, учитывая разнообразие жанров и подходов на сегодняшний день, что там можно увидеть что-то интересное. Еще одна интересная задумка – выставка, которая называется «Публичность». Первые 3 буквы маленькие – «пуб», остальные большие – «личность». Публичность – эта выставка задумана, что она посвящена портретам известных людей якутян. Я думаю, что вот тут тоже можно ожидать интересные Вот на эти 2 вещи мы должны обратить внимание. Я так понимаю, что смелости нашим художникам, нашим мастерам не занимать. И в первую очередь это все благодаря нашему сегодняшнему гостю, благодаря Ольге Скориковой, председателю правления Союза художников Якутии, которая сегодня рассказала нам, что происходит у нас в изобразительном искусстве, какие тренды, какие проблемы. Поговорили немножко про искусственный интеллект. Ольга, спасибо. Рада пообщаться. Да, может быть, у вас есть небольшое наставление начинающим художникам? Совет, наставление. Я считаю, что художник, прежде всего, это очень избитый совет, но лучше его я не слышала, что нужно прежде всего верить в себя. Если тебе дают советы, а ты с ними не согласен, если тебя кто-то критикует, а ты чувствуешь, что критика несправедлива, надо делать то, что хочешь делать ты. Это самое главное. Это то, что раскроет твое «я», отделит тебя от всех остальных, и ты вырастешь в своем, как сказать, в своем ядре. В своем ядре. Да. Отлично сказано. Пожелаем Ольге и всем художникам Якутии творческих успехов, вдохновения, терпения, не расстраиваться, что государство сегодня, к сожалению, мастеров не так ценит и не так, может быть, их поддерживает. Все может измениться. Да? Да. Может быть, все изменится, мода циклична, и, может быть, когда-нибудь опять вернется вот эта советская мода, что художник и писатель, и там, скульптор и прочее, это в первую очередь голос народа, да, это трибуны, и их нужно кормить, чтобы они продолжали создавать культуру. Сегодня культура очень важна. С вами был подкаст «Творческие люди». Меня зовут Максим Эверстов. Мы создаем в рамках проекта от Национальной библиотеки и Союза писателей Якутии, создаем подкаст про искусство, историю, литературу и культуру Якутии. Читайте книги, любите жизнь, смотрите интересные картины. Всем пока. Творческие люди. Якутяне о культуре.